Здравствуйте все. Я делегат от Алтайского района. Мы, все делегаты, приветствуем гостей 13-го съезда Хакасского народа и желаем плодотворной работы ради процветания нашей республики. Районными и республиканскими советами старейшин велась и ведется большая работа по сохранению и развитию духовных и исторических ценностей нашего народа. За отчетный период, можно сказать, проводилась большая работа, и были такие мероприятия, как чилпазы, постоянно проводятся дни тюркской письменности и культуры, развивается родовое движение. Особым интересом и уважением пользуется книга Владислава Михайловича «Кодекс чести хакасов», которая изучается в наших образовательных учреждениях. Чувство гордости также вызывает мемориал на горе Самохвал, открытый в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войны. Предлагаю признать работу Совета старейшин хакасского народа за отчетный период удовлетворительной. Но и меня попросили жители, все долго со мной общались, и то есть от жителей нашего Ашановского сельского совета хотим обратиться к съезду хакасского народа, а также нету, но к нему тоже, в частности, к Виктору Михайловичу Зимину о разрешении следующих проблем, с которыми постоянно сталкиваемся, постоянно боремся, но как-то безрезультатно. В целом мы за развитие нашего региона, но не за счет нашего здоровья и не за счет того, чтобы наша жизнь была еще хуже. То есть наши проблемы связаны с существующими разрезами. Вот Аршановский, теперь открылся Майорыский. Данные разрезы ведут политику на уничтожение флоры и фауны нашей территории, то есть полностью нарушает экологическую систему Кайбальской степи. Уничтожается тысячи гектаров пастбищных земель, и от угольной пыли коровы приходят, скот домой просто как шахтеры после ночной смены. Также этой пылью дышим все мы, жители, то есть она вся идет на деревню, там и дети. Я как фермер, и многие фермера хотят заниматься своим делом, то есть разведением скота, крупного и мелкого, и хотим жить в экологически нормальных условиях. Также существует другая проблема, она уже озвучилась, да, но я сразу скажу, что даже не на 100, а на 200% уверен, что очистные сооружения, которые существуют на данный момент на Ашановском разрезе, они полностью не функционируют. То есть я любому человеку, любому надзорному органу могу показать, что вода идет в Абакан через канал черная, грязная. То есть даже представители, по-моему, не знают, что вода вытекает. То есть я предлагал им показать, то есть также погибает рыба в самом большом крупном озере Турпане, которое находится непосредственно возле Майорыского разреза. И я не понимаю, когда смотрит рыбный надзор, то есть за дополнительный крючок рыбаков штрафуют, а когда тонны рыбы погибают, это как-то безнаказанно происходит. Следующая проблема – это взрывные работы. То есть говорилось, что взрывы никак не повлияют на наши постройки и сооружения, но тем не менее эти взрывы некоторые достигают такой силы, что как будто землетрясение, то есть люстры там качаются, посуда падает с полок, штукатурка опадает. И тем более уже перестали предупреждать, когда взрывные работы проводят. Асфальт, он полностью у нас не предназначен для того, чтобы больше грузы ходили, то есть знаки стоят даже 6 тонн на ось. Тем не менее, больше грузы там по 40-50 тонн вывозят. Весной, вот сейчас на данный момент, эта дорога приходит в полную негодность. То есть, если неделю не проехаться, можно сразу поймать там несколько ям подряд. Причем по этой дороге возят детей с деревни Сартакова, Кызыл-Салда в школу каждый день туда-обратно. То есть, такое ощущение, что ждем какого-то чрезвычайного происшествия, потом только начнем за голову хвататься. Тем более там мост, по нему тоже больше грузы идут, он может просто провалиться.
какой-нибудь определенный момент. Также у нас у многих жителей исчезает вода в колонках. Представители разреза связывают это с падением уровня реки Абакан, но до появления разреза у нас таких проблем никого не было. То есть в колодцах вода исчезает. И разрез не собирается решать эти проблемы. То есть показывать нам экспертизу, а экспертизам я уже не могу им верить, потому что они купленные. Больше тут по-другому никак. Ну, я коренной житель, да, почему я так и борюсь с ними, и когда устану, дальше продолжаю бороться. Мои предки, Кангаровы, Ашановы, также Катажековы, Дудышевы, и самым последним неприятным моментом стал акт вопиющего вандализма. Возле Ашановского разреза находилось старое кладбище, где похоронены наши предки еще в прошлом веке. И мой дед, Кангаров Сергей Самсонович, хотел, чтобы его похоронили там же. Причем о существовании этого разреза не раз говорилось на общественных слушаниях. На месте захоронения установили родовую коновязь, место так приметное, поляна. Тем не менее, недавно, пару недель назад, или полторы недели, экскаватором были проведены работы на данной территории, в результате чего один гроб с костями просто перепахали. Это показывает, как разрез наплевательски относится, то есть, к нашему населению, к культуре. То есть, но тем не менее, нельзя нас со счетов сбрасывать. Разрез упрекает, что мы там якобы жалуемся постоянно, но большой там вред получаем мы, то есть наше здоровье страдает. И они получают сверхприбыль, миллиарды зарабатывают, а деньги, которые спонсорские дают, они считают, что мы должны за это их благодарить. Больше всего, конечно, нас волнует, что данные разрезы не имеют всех разрешительных документов, но тем не менее работают. В частности, Магритский разрез, я сам знаю, возит уголь уже. Также воду сбрасывает. То есть о людях, живущих на нашей земле, тут вообще речи не идет. Надеемся, что Совет старейшин поставит на первое место вопросы экологии и нашего здоровья, также сохранение сел, где компактно проживают хакассы. Всем спасибо. Спасибо.